3, 2, 1. Всем привет! У нас снова минус 50 градусов. Резко вот похолодало. Было недавно потепление. Все вот замерзает просто вот, как не знаю, что. Вынес, короче, 5 минут назад. Ветошь просто замерзла. Берем и складываем аккуратненько. Оу, no, порвалась. Ну, да ладно. Как бумага рвется. А, что? Нифига себе. Вы думаете, это бумага? Нет, это ткань. Все в минус 50 становится вот таким прикольным. Сейчас я вам докажу, что это ткань. Видно, да? Она вот все равно уже была, она была твердая, если честно. Ну-ка, можно ее пробить пальцем? Ткань порвалась, ребята. Палец, всему голова в минус 50. А, не будем мусорить. Начинаем эксперимент. Минус 50 на улице. Доширак. Пальцы мерзнут. Надо делать очень быстро все. Хоп. Кипяточек. Доширочек. Доширак. Добавляем самый вкусный. Мусор мы соберем. Добавляем кипяточка. И засекаем, сколько пройдет времени. Сразу в руки возьму. О, чувствуете аромат дошика? Еще не начал распариваться. Вкуснота. Я его даже, наверное, съем. В танчики поиграешь. Как это делается? Ничего себе! Какой прикольный звук. Вы слышали, нет? Слушайте. Да? Вы слышите этот звук? Как вода уничтожает, как вода замерзает. Слышно? И хоп! Еще. И так, телефон замерз, пальцы вообще задубели. Что же наш доширак? А ему пофиг, он распарился. Смотрим. Берем, значит, и вот так. Сколько нужно времени, чтобы он замерз в таком положении? Прошло секунда. Может помочь ему? Минус 50. Шевелится. Не могу четко держать, пальцы замерзли после челленджа с водой. И ресницы тоже замерзли. Шапка тоже. Все замерзло. Буквально 10 минут и все. Все замерзает. Единственная куртка, которая у меня нормально подошла, вот эта вот
который мне не так спину продувает. Даже не знаю, что-то мне кажется, она никогда не замерзнет. Я думал, это будет минута. Сколько прошло? Минута прошла. Минута прошла, да? Ну, основание это горячее. Она туда падает и обратно распаривается. А это уже замерзло, мне кажется, да? Вилка. Вилка и моя левая рука просто уже с ума сходит. Ветер слева. Просто. Так, ребята, сюда налил юпи, который просто разбавь водой. Сейчас посмотрим. Сейчас бы не забороться, блин. Раз, два, три. Да ну нафиг. Не так эффектно. Ну ладно. Так, давайте, ребята, попробуем их порвать. А хер-то там. Это тебе не тряпка. Это тебе джинсы. Не, надо тряпкой одеть. Нереально холодно. Просто. Джинсы, они для этого и придуманы, чтобы не рваться ни в какой мороз. Ни в минус 50, ни в минус 30 там. И тем более. Нет, это бесполезное дело. Слушайте, очень качественные джинсы. Хер его знает название. Им уже 100 лет в одежде. Чемодан, если там запекать. Или, не дай бог, наледь упал, то, блин, все, никуда не уйдешь в таких джинсах. Надо по-любому сушить. Но зато все бактерии, там, китайские бактерии, все умрут в минус 50. Ни одна зараза не придет туда. Удивительно, ребята, доширак даже через 15 минут не превратился в этот, как называется, ну, хотел стоячий, короче, он просто вот падает и все. Ну-ка, хоп. Просто мне удался его так хотя бы. Итак, ребята, доширак немножко замерз, как говорится, но даже через 15 минут, 20, основание все равно еще теплое, хоть минус 50, даже можно есть как ложкой. Как мороженое. Новый вкус доширака. О, нормально, пойдет. Вместо ложки использую сам доширак. Ну все, приятного аппетита всем. Пыльные пузыречки в минус 50. Посмотрим, как это выглядит. Так, дуем. Слушайте, а вообще ничего не дуется. А, что такое? Замерзла? Да нет, вот жидкость вроде как это булькает. Пузыри не образовываются в минус 50. Может быть в 30 она делается, да. Я видел, что в 30 точно делается.
Но, сука, в 50 она не делается, проверено. Эта штука лежала в машине плюс 10. Сейчас мы зайдем в здание и сразу же проверим. Может, из-за того, что она холодная и не пузырится. Сейчас пойдем проверим. Так, ребята, только что зашли с улицы. Вот щеки даже не прогрелись. Эта же штука. Ну, то есть, в минус 50 мыльные пузыри не делаются. Я проверил 100%. Может быть, вы скажете, из-за того, что палочка такая. Возможно. Но мне кажется, нет, просто она не успевает там взлететь, грубо говоря. Плотность воздуха другая и тому подобное. Чуть-чуть нагрелась она. Попробуем еще раз. Не, можно сделать. Ага, ветер просто. Ничего себе, они летают. Вот ну басина с первого раза не получилось у меня. Вот как получается хлопья снега. Видно, да, что с ними происходит? Они превращаются в снег. О! Мега большой пузыречек. Так, ребята, вот водяной пистолет сына, которому 4 месяца. Посмотрим, что будет с водой. Я кое-что придумал. Ту тряпочку можно сразу приклеивать к любому веществу в минус 50. Она будет так до весны, то есть полгода. Берем, херакс, и все. Стоит. Попробуем теперь что-нибудь посложнее. Например, доску. Тяжелая. Например, хотите там рекламу себе. И все. Стоит, как думаете? Опускаю. Все, приклеилось. Металл. Берем металл. Херакс. Супер клей, вода. А знаете, что еще придумал? Если вам кто-то не нравится, да, в минус 50, и у него есть машина, то можно просто запечатать машину, пропрыскав вот этой вот резинки. Все, думаю, все, наверное, да? Нет, не все. Ну, примерно у нас одно замерзнет, я думаю. Давай еще раз. Бля, насколько быстро вода замерзает. Я, блин, просто не успеваюсь. То есть херакс, и все. Вода превращается в лед. А в ладошке... Вот было бы круто, если бы она пока летела, но, видимо, надо минус 70, чтобы превращалась в этот капельки льда. Кстати, вода теплее, чем холод. Представляете, если будет еще ветер, то сразу обморожение гарантировано 100%. Возьмем металл. Пальцы. А она в снегу получается, поэтому не прилипает, да? И металл такой специальный, чтобы ничего не приклеивалось. То есть у меня тут уже на пальцах уже лед образуется. Я когда-то ездил на охоту, поэтому у меня пальцы не так обморожаются. Поверьте мне, если вы всю жизнь прожили там, где плюс 0 в основном, просто вот так руку высадите, то все, сразу будет обморожение. Я все-таки хочу приклеить эту
этот металл попробовать за одну свою руку потренировать еще. Я думаю, все. Я думаю, на этом все. То есть, представляете, если машину вот так пропрыскать, двери, то уже ничего не откроешь. Пу-пу-пу-пу. Пью. Давайте еще что-нибудь приклеим. Еще одну тряпочку. Смотрим, как она порвется. То есть у нас в Якутии, например, лестничные площадки ничем не делать, просто водой попрыскали, сверху ковролин, ну, чтобы не скользко было, потому что, как это называется, плитка, она настолько скользкая, что даже в унтах бывает, берешь и подскальзываешься, особенно в пожилом возрасте. Ну, я думаю, вот это оставим до весны, пусть висит, пусть удивляются люди, как это так. Забили, что ли, думаю, это потом херась, она просто отпадет сама. Так, ребята, опять квадратные колеса стали минус 50. Квадратные имеется в виду, ну, стоял час или два, оквадратились колеса. Срочно надо подкачать бескамерку. А то в прошлый раз, блин, поехал, сразу два колеса раздулись, передние и задние. Это было вообще жестко, минус 55. Давление должно быть 2,5. Но в чем соль? Завтра обещаю 29, ну 25 на неделе. То есть перекиньте перепад какой. 50 и 25. Это просто нереально. Сейчас срочно на шиномонтаж. Посмотрим. Я в последний крайний раз подкачивал 2 недели назад. Примерно до 2,5. Сейчас посмотрим, сколько стало опять. Секунду. Мы приедем на новую локацию и глянем, сдуется она там или не сдуется, я вообще не понимаю. Замерю. Так, тут и осталось 2,5, то есть как и было. 7 даже. Тут 2,7 даже. Ничего себе, спереди 2,7. То есть ничего не раздулось за 2 недели, да? Нормально. Ой, что такое? Это бяка. Здесь сколько? 2,4. 2,4? Да. Чутка, да? Разное давление все-таки. Вот это колесо мы, кстати, да, в прошлый раз промазывали. А здесь сколько стало, интересно? Тоже 2,4, 2,5 почти. Понял. И да, ребята, кстати говоря, что случилось-то с машиной за 3 месяца, то есть ноябрь, декабрь, январь. Посмотрим, какой иней тут образовался. Так, открываем. Херакс. Видно, нет? Примерно как тут этот стало, не стало. Так примерно промораживается машина. Тут я проклеил специально для этого, для резинок, как сказать, не для резинок, а для чего? Для стекла. Ну, видите, тут стекло было, она полностью промерзла. То есть вот это вот все, иней. То есть внутри машины то же самое. Если она сейчас в тепло заедет, просто это все
превратиться, как говорится, в воду. Нежелательно, короче, в Якутии заезжать в гараж. Вот после такого вот. Желательно все это очистить. Естественно, машина ночует только на улице круглый год. Гаража нету. Гараж якута. Для якута это мечта. Она стоит как квартира 2,5 миллиона примерно, да? 20 квадратов. То есть там за 500 тысяч не получится купить возле дома. Такие вот делишки. Что это надо? Это я примерно почищал, но все равно нам тут образуется быстро. Вот это вот все. Тогда я купил китайскую Наташу. Укрываю ее иногда, когда не лень. Ну, смысла ее особо нету, так как в машине ничего не греется. Чисто, чтобы снег не накапливался вот сверху крыши. Видите, как будто из гаража выехал. Хоть и минус 50. Чистая машина. Обычно, если снег выпадает, тут такое глыба льда. Все глыба льда. Хера чистится потом. Все прилипает. А так Наташа укрылась, все нормально.